Если ты просто учредитель, ты просто можешь прийти, там, пройти, попросить что? Организовать собрание как учредитель, у тебя есть права. То есть ты можешь попросить, например, дать тебе отчеты, дать заявление, но никоим образом не приводить с собой там толпу молодчиков и требовать всех выйти и забирать это здание. Это и есть захват. Ввиду этого сейчас у него мера пресечения, но она рассматривается отдельно как санкционно. То есть этот захват здания, он не рассматривается сейчас в суде. Он рассматривается в следствии, в ГКНБ. Если это дело, например, сейчас придет в Первомайский суд, будем так говорить, то оно, возможно, будет присоединено к тому делу, по которому вот сейчас судимся, да, к основному делу. И это может тоже затормозить процесс, потому что если оно к основному придет, то, возможно, начнут все заново. Представьте, мы уже 3 года судимся, и тут все заново начнем. Нам от того, что там есть захват здания, будем так говорить, ущерба как такового нету. Есть только ущерб государству, потому что это же безопасность любых частных объектов. И неважно, оно в аренде или не в аренде. То же самое, что вы, например, возьмете сейчас в аренду мой дом, к вам придет там толпа людей, выгонит оттуда. Это же захват. И не важно, что вы арендовали, а не собственник. Я объяснял с самого начала, когда Аджимудинов Кубан вышел с периода с 5 на 6, начались неприятные разборки с учредителями, а именно поступление различных угроз, касающихся жизни и так далее, в том числе там, адвокатам, представителям. Мы не вправе говорить о том, что он должен сидеть или должен быть на свободе. Это уже правоохранительный и судебный орган должны решать. То есть у Кубана и Аджимудинова нельзя сказать, что есть только экономические преступления. Ему еще предъявляется же там и наличие оружия, да, там, будем так говорить, различных боевых патронов, там, в том числе от Калашникова, от СВД и так далее. Причем их дважды находили. Первый раз нашли, проверили, возбудили уголовное дело, второй раз его отпустили, финполиция. Через полгода обратно приходит к нему в квартиру, у него опять набор оружия, да, то есть для чего оно? Исходя из этого, возможно, даже у моих клиентов есть определенный страх в части того, что зачем ему Калашников, да, там, или там, пули от Калашникова. Я думаю, что затягивание процесса как раз-таки говорит о том, что лица понимают, что, будем так говорить, исход этого дела, я имею в виду сторону оппонентов. Поэтому им легче затягивать и просто вытащить под домашний арест путем давления на общественность, путем политизирования этого дела. Причем я вам объяснил, почему не вяжется вот эта политизация, да, там, с различными бывшими руководителями и так далее. Деятельность ОСО «Акнет» никак не связана с самим уголовным делом, то есть это две разные вещи. То есть поэтому Акнет не может приостановить свою деятельность. И потом доходы Акнета, которые сейчас возникают и на сегодняшний день и накапливаются, их в том числе получит, будем так говорить, каждый учредитель. То есть никто не говорит о том, что у Аджимудинова Кубана заберут его денежные средства, причитающиеся как учредителю. Вы можете зайти, посмотреть, он есть учредитель. Если, не дай бог, хотя бы СОМ кто-то заберет в этом деле, то это будут большие проблемы для этих лиц, которые забрали эти финансы. И я думаю, что все адекватно понимают, и новое руководство, под какой лупой и пристально находится ОСО «Акнет». То есть любые налоговые проверки, аудиторские проверки. То есть они все опрозрачивают, всю эту деятельность. По соцфонду выплаты, по-моему, увеличились с 2018 по 2019 год в 8 раз. Потому что ранее при руководстве Кубана Аджимудинова, насколько мы увидели, были различные схемы конвертов, да, то есть выдавали и так зарплату, там в конверте заработную плату и так далее. На сегодняшний день всем выплачивается легально, официально, для того, чтобы было полное опрозрачивание компании. Это, скорее всего, и не нравится. Но это снижает доходную часть дивидендов. И это тоже не нравится. Но остановить ОСО, будем так говорить, деятельность самой организации невозможно.